Груз гуманитарной помощи, отправленный из Ингушетии для жителей Палестины, доставлен в Египет. Было отправлено 28 тонн продуктов питания, одежды, технических средств реабилитации и многое другое. Дальнейшей отправкой до Палестины займется египетская организация «Красный полумесяц». В Вооруженных силах России установлен День морской пехоты. Его будут отмечать 27 ноября, следует из указа президента Владимира Путина. Указ вступает в силу со дня его подписания. Дата профессионального праздника приурочена к созданию первого в России полка морских солдат, указ о котором Петр I подписал 27 ноября 1705 года. Совет Федерации одобрил закон о федеральном бюджете на 2025 год и на плановые 2026 и 2027 годы. На социальную политику закон предусматривает 21 триллион 300 миллиардов рублей. Средства пойдут на индексацию пенсий и социальных пособий. Национальные проекты за 3 года получат из бюджета чуть больше 6 триллионов рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поступят в 63 региона. Ежегодно на это будет выделяться 1 триллион 100 миллиардов. На реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития 10 регионов заложен 1 миллиард рублей в год. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2025 и 2027 годы 21 ноября. Совет Федерации одобрил закон о налогообложении цифровой валюты. Ранее Нижняя палата парламента приняла закон о налогообложении цифровой валюты. Для целей Налогового кодекса России цифровая валюта признается имуществом. Решением депутатов устанавливается штраф в размере 40 тысяч рублей за несообщение в установленный срок операторам майнинговой инфраструктуры в налоговый орган сведений, которые связаны с осуществлением майнинга цифровой валюты. В России предложили пересмотреть механизм расчета отпускных выплат, если отпуск совпадает с праздничными днями, чтобы избежать уменьшения их размера. С инициативой к министру труда Антону Котюкову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. В документе указано, что отпускные рассчитываются на основе среднего заработка за рабочий день за последние 12 месяцев. Однако, если отпуск приходится на месяцы с большим количеством праздничных дней, сумма выплат оказывается значительно ниже, чем в другие периоды. Например, в январе 2025 года, когда всего 17 рабочих дней, работники, решившие продлить новогодние каникулы за счет отпуска, могут потерять до 10% своей зарплаты. 28 ноября в Госдуме пройдет правительственный час, на котором депутаты обсудят вопросы среднего профессионального образования в России, в том числе высокий уровень коммерциализации в этой сфере. В Госдуме считают, что среднее профессиональное образование необходимо сделать бесплатным. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что высокий уровень коммерциализации СПО – актуальная и острая проблема, поскольку в некоторых регионах число платных образовательных организаций составляет более 50%. Помимо этого будет обсужден вопрос, нужно ли сдавать ОГЭ школьникам, которые идут получать среднее техническое образование. Старая схема обмана покупателей у кассы магазина возвращается после некоторого перерыва, сообщают эксперты. Работает это так. Мошенник подходит на кассе к покупателю и предлагает оплату покупки со своей карты в обмен на наличные. Как правило, это люди, вызывающие доверие. Просьбу они объясняют тем, что внезапно понадобились наличные, а поблизости нет банкомата. На первый взгляд ловушки в этом нет, но на самом деле речь нередко идет о ворованной карте. В этом случае покупатели ждут неприятностей. Именно с его покупкой будет связана чужая карта, а сам он попадет на камеру видеонаблюдения.